слово. Дорогие друзья, у нас торжественные проводы, которые ежегодно у нас проходят рядом с Домом печати, где все начиналось, совместно с общественной организацией «Я инженер». Вот едем большую экспедицию, посетим Кызылсыр, Мирный, Ленск, полетим до Талакана с вами и возвращаемся. 10 дней вы будете участниками такого шикарного проекта, о котором я в детстве мечтал, но времена меняются. И разрешите слово предоставить руководителю администрации главы правительства Юрию Степановичу Куприянову. Спасибо, ребята. Хочу, во-первых, поблагодарить организаторов, которые уже не первый год организуют данную экспедицию. Это вот ребята здесь сидят: Владимир Амосов, Павел Ксенофонтов. Некоторых, министров не буду называть, потому что министрам это подорванность, а эти ребята по сути содержания своей личности. Человека, который пришел в этот мир жить и реально понимает, что если ты живешь в Якутии, ты должен понимать, что такое промышленное освоение территории Якутии. И каждый в этом должен участвовать. Я внутренне очень тоже завидую вам, потому что вы будете открывать новый мир для себя. Я хочу, чтобы не просто это было результат того, что каждый съездил, потом пошел работать в промышленное предприятие. Это тоже очень неплохо, очень важно. Это суть нашей экспедиции, суть и содержание в целом работы правительства республики, главы нашей республики по взаимодействию вообще населения, которое здесь живет, рождается, и понимать той сути промышленного освоения Западной Якутии, потом Южной Якутии и всех территорий Республики Саха-Якутия. Вы, наверное, читаете, какие несметные богатства таит земля наша якутская, в котором, по идее, должны жить и работать на благо этого мы, которые здесь живем. Менее того, чтобы она была привлекательной, и труд этот был воспринят нами. Свое выступление хочу обозначить немножко по-другому, для того, чтобы поставить перед вами и иные задачи. Вы помните, года 5, наверное, уже прошло, как в Японии был страшный взрыв. И Япония была изолирована от всего мира информационным полем. Туристический поток прекратился, Фукусима стала такой бедой, которой сегодня народ Японии справился и закрыл эту тему. И я читал в интернете в то время ту информацию, правительства Японии возложило проект. Они предусмотрели средства для того, чтобы кто желающий, живущий в мире, мог приехать и в своем блоге или в интернете поместить информацию, что же он видел в Японии. На это они выделяли бесплатный проезд до Японии, приглашали более 5 миллионов человек для того, чтобы мир узнал глазами тех людей, которые это видят воочию, на самом деле, как обстоит дело, поскольку мы все привыкли не верить пиару, мы все привыкли верить тому, что говорит телевизор, это не всегда есть правда. Вот 20 с лишним человек, которых вы поедете, это вы на самом деле по линии средств массовой информации будете сопровождаться, но тем не менее я бы хотел, чтобы вы превратились в таких наших фото, видео корреспондентов, которые от своего имени оповещали о том пути, который вы видите. И писали то, что вы видите. Девушка, да, вы видите, прямо я смотрю, что вы мне поверили, правда? Поддержите это? И каждый человек, который вас читает, ваш друг, ваш блог или ваш, кого читает на социальных сетях, они будут с вами жить вместе, вашей жизнью, вашим представлением того, что сегодня делает промышленность на нашей территории в Республике Саха-Якутия. Это будет взгляд вашего поколения. Люди ведь живут поколениями, которые это видят, как осваивается промышленное освоение происходит в Западной Якутии по вашему пути, что такое, если эти есть месторождения, и ваше отношение к этому. Это будет свежий взгляд в этот мир, который, по идее, должен приглашать людей осваивать этот мир, понимать суть. И если вы в чем-то не понимаете или ошибаетесь, ваше зрение другое, но это тоже на самом деле ценность вашей личности. Могут возникать и спорные моменты, могут возникать точки соприкосновения споров, но в споре рождается истина. Поэтому мое первое предложение – будьте активными участниками экспедиции. Не только выбирайте себя, но и отдавайте нам через интернет-ресурсы, через ваше общение от той цели и задачи экспедиции, которые вас отправили. Понимаем друг друга, да, ребят? Будете это делать?
И если это не первый раз, если не ошибаюсь, 2009 года эта экспедиция ездит, 2009 года экспедиция, все ребята, которые будут продолжать, это становление небольшой, но важной семьи. Вот в этом году мы отмечаем 25 лет создания молодежного органа, да, Министерства молодежи, и 95 лет образования комсомольской организации в Республике Саха-Якутия. Что комсомольцы, что молодежь, на самом деле это были те же ребята, которые вот перед нами вы сидите. Это возрастное поколение. Это вот возраст, пока ты молод, ты воспринимаешь мир немножко по-другому. Ты только пришел сюда жить, и ты хочешь охватить все и найти свое место в этой жизни. И с этой точки зрения, любое поколение, которое было в 20-х годах, которое отстаивало автономную республику, или поколение, когда в годы войны отстаивало и сражалось за свою родину в Великой Отечественной войне, и сегодня вы, которые будете осваивать своим трудом промышленное развитие Республики Саха-Якутия, это связь времен. Мы нельзя их отрывать, поэтому вы так и должны понимать свою историческую миссию. В молодом возрасте, мы здесь сидящие тоже когда-то были комсомольцем, молодежью и прочими вещами, но мы все воспринимали ее так же активно, как хотите вы это делать. И я вот приглашаю вас и вот активно в этот год, год знаменательный для нашей молодежи, воспринимать его так же, как первые целинники, которые ехали в Амгу и садили хлеб, и сегодня в этом году исполняется, по-моему, 40 лет освоения амгинской целины. Правительство считает своим долгом для того, чтобы эти ребята, когда когда-то освоили и остались жить в этой целинной Амге, это поселок Мендики, по-моему, если не ошибаюсь, они вот создали новые поселки и оставили, и там живут, и есть такая жизнь. И ваша экспедиция, независимо от того, что не сильно будет отличаться от того, что в прошлом году, она зависит тоже от вашего участия. Если каждый из вас, здесь сидящих, я фамилию не знаю, Иванов, Петров, Сидоров, все будете активно в этом участвовать, в реализации его продолжения, то экспедиция следующего года, наверное, будет еще больше. Может быть, она еще мощнее. Мы можем вообще делать вещи, если зажечь дальше огни, эстафетного такого огня, чтобы участвовали почти вся молодежь каждого нашего района. Независимо от того, что является северным районом, или Заречной группе находится, или Вилюйской, чтобы связь вот всех поколений вы друг друга знали, друг друга поддерживали. И объединяет на нас всех на самом деле одно. У нас есть центральное такое звено, это мы все здесь родились, мы здесь живем и хотим, чтобы здесь жизнь была комфортной и лучше, чем есть сегодня. И для этого у нас есть ум, сила, здоровье и, главное, желание, которое нас объединяет. Еще мне осталось только помахать, да счастливо съездить. Вы поверите, что мы вас будем возвращения ждать вот здесь же? Давайте так договоримся, что обязательно вернемся, и мы там будем сидеть, а вы здесь будете сидеть, хорошо? И вы будете говорить, а не мы, ладно? Спасибо. Спасибо, Юрий Степанович. Как вы сказали, одно из векторов, это участники увидят воочию, а надо освещать все равно эти проекты. И здесь у нас присутствует сам генеральный директор Кирилл Викторович Алексеев, генеральный директор Саха-Медиа. Предоставляем слово ему. Добрый день. Добрый день, уважаемый Юрий Степанович, уважаемые члены правительства, друзья. Разрешите вас поблагодарить за то, что вы сюда приехали, за то, что экспедиция вот сегодня стартует. Пожалуй, это один из самых таких вот длинных и проектов газеты «Саха-Сире», молодежного приложения «Дерсаас», то есть 15-я экспедиция. Это уже вышло, выходит и давно вышло за рамки вот традиционной журналистики. То есть это именно такая проектная работа на стыке медиа и других вовлеченных в этот процесс организаций. При помощи ресурсов Саха-Медиа, газет «Саха-Сире», «Якутия» и информационного сайта «Ясия» мы будем информационно поддерживать и сопровождать вашу экспедицию. Дай Бог вам новых находок, открытий, пополнить свой жизненный багаж новым опытом, новыми знакомствами, контактами, которые вам пригодятся в дальнейшем в жизни. Ну вот 14 предыдущих экспедиций практически побывали на всех крупных предприятиях ресурсных республики Алдан, Золото и Якутуголь, на комбинатах компании «Алроса», железной дороги Якутии, Релях нефть, Восток нефтепровод, Транснефть. Ну, то есть, по сути, везде нас встречают, везде все показывают, рассказывают, делятся опытом.
Это очень важно в свете той политики, которую наша республика, руководство проводит в отношении привлечения пропаганды, привлечения сельской молодежи на объекты промышленного производства. В заключение хочу сказать, что в этом году этот проект отмечен Федеральным агентством Роспечать, и мы сейчас подаем документы на соискание государственной поддержки этого проекта в молодежном приложении ЭДРСАС. Удачи всем, ребята. Ни гвоздя, ни жезла по дороге, чтобы хорошо доехали, чтобы плодотворно поработали, вернулись и все рассказали. Всего хорошего. История постоянно меняется, но тут у нас присутствует сегодня Прокопий Бубякин, заместитель газеты «Саха-Сире». Он когда-то был редактором газеты «Эдергаз», и совместно с нами, или мы совместно с ним начинали этот проект. Разрешите слово предоставить ему. Спасибо. Проект «Сахачатная промышленность» создавался как идея между газетой «Эдерсас» и я инженером. Тогда он чуть назывался по-другому. Там был Павел Ксенофонтов и Аян Уваров. Они назывались Координационный центр выпускников технических вузов. И мы, сидя в их кабинете по Петросеево, у них раньше был там Леногаз, я к ним пошел брать интервью. И там мы поняли, что преследуем одну и ту же цель, чтобы якутских ребят, местных ребят посвятить в промышленность. Тогда уже промышленность очень сильно развивалась в республике, и мы видели, что участие местных ребят в этом минимально, и решили хотя бы создать свой проект. Пусть маленький, но свой, пусть маленький, но реальный. И я помню первую экспедицию, когда здесь, к сожалению, Аян Николаевич не смог подойти. Проект был создан на чистом энтузиазме, денег не было никаких. Тогда у меня тогда в это время была белая старая Toyota Corolla, и я денег не нашел и решил, давай, если не найду, то посажу 4 ребят и поеду в Алдан. Но, к счастью, в последний момент Аян Николаевич Уваров, ребята скинули свои деньги и дали 60 тысяч рублей на аренду автобуса. В то время 60 тысяч рублей это очень, очень большие деньги. Моя зарплата была 10 тысяч рублей. И они дали мою 6-месячную зарплату. Езжай, Прокопий, деньги, езжай, арендуй и так далее. Я им за это безгранично благодарен. И мы поехали в Алдан, и я там очень сильно рассердился, когда узнал, что в компании «Поле золота» из 2000 человек работает всего лишь 2 местных человек, все приезжие. И говорят, ну да, здесь я их спрашиваю, там работают местные ребята? Говорят, да, работает. Сколько? 1, 2, и все сказали. Конечно, это было очень неприятно. И с тех пор проект стал развиваться, и мы нашли поддержку в лице Министерства по молодежной политике, Министерства профобразования и в конце правительства и нашего президента Егора Ивановича Борисова. Он с нами даже лично встречался с ребятами в городе Мирный. Сейчас у нас стало модно слово «гражданская инициатива», и я считаю, что этот проект стал первым, не первым, это настоящая гражданская инициатива. Как сейчас даже создали министерство, и даже был департамент до этого гражданской инициативы. И такие проекты, я считаю, что должны быть больше в нашем обществе. И я сам руководил примерно, я точно не помню, 7 или 8 экспедициями. И я очень рад, что вырастил достойного руководителя, достойного преемника в лице Надежды Самсоновой. Она девушка, но очень крепкий человек. Она иногда бывает очень жестким, иногда бывает очень мягким. Он очень хороший руководитель. Она уже руководит в этот раз уже 3-й экспедиции. Она руководила в прошлый раз, руководила 4 года назад. И я считаю, что она достойный руководитель, и я ей полностью доверяю, и команде Захаровой, Ульяне,
Макару Марии, Амосовой Тане, Станиславу Йолеву, они все здесь находятся, Александру Тарасову, они все сотрудники Сахамедии, и они сегодня поедут, чтобы вот эти прекрасные ребята смогли воочию увидеть наши промышленные объекты и потом пришли работать в наши предприятия. Спасибо. Спасибо, Прокопий. Затронули Министерство гражданских инициатив. В прошлом году мы в СЫП, до этого мы проводили на этой основе, Юрий Степанович. В этом году, ну, наверное, реформы идут, да? Из-за этого вы не смогли подойти. Но есть такое министерство, которое и в сложные годы, и всегда поддерживает. Это Министерство молодежи. Афанасий Семенович Владимиров. Разрешите представить словом ему. Доброе утро, уважаемые участники 15-й экспедиции «Молодежь в промышленность». От имени Министерства по делам молодежи и семейной политики приветствую. Желаю, чтобы вы очень насыщенно и содержательно в этой экспедиции все побывали и приняли для себя достаточно важные жизненные решения. Сегодня, я думаю, за вами будут следить не только те, кто были инициаторами, журналисты, руководители газеты «Адерсас», общественной организации «Я инженер», но в первую очередь, наверное, за вами будут переживать, следить ваши родители, ваши родные, близкие. С надеждой на то, что вы тоже станете одними из тех, кто будет развивать республику, создавать промышленные предприятия и приносить пользу в целом не только республике, но и России. Ведь всего лишь 50 с небольшим лет прошло, когда алмазная промышленность начала развиваться. Сегодня бурно развивается нефтегазовая промышленность, и ваш путь как раз проследует именно до тех мест, где пробурили скважины, и нефть уже идет не только для нужд нашей республики, Дальнего Востока, и для нужд других стран. Мы на пороге, как говорится, такой большой стратегической задачи, как строительство газопровода «Сила Сибири». И я думаю, что увидя не только действующие предприятия промышленные, но и начало больших грандиозных строек, я думаю, вам, как для молодых граждан, это будет важно и значимо. Это Юрий Степанович правильно подметил, что каждый из нас в молодые годы ставит максимальные задачи и мечтает только о ярких, хороших достижениях. И пусть эти дни для вас не только будут насыщены вашим общением, да, вы все из разных муниципальных районов прошли достаточно жесткий такой отбор, да, который проводила газета «Адерсас». Пусть у вас появятся друзья и в тех муниципальных районах, городах, куда вы будете уезжать. Познакомитесь со старшими товарищами, которые с искренностью и дружелюбием вас встретят. Мы сегодня должны, наверное, выполнить ту задачу, которую нам поставил Егор Афанасьевич, да, чтобы наша системная работа, которая уже проводится в 15-й раз, благодаря энтузиазму наших молодых товарищей, перешла в более масштабное русло, чтобы, как сегодня озвучено, каждый муниципальный район тоже присоединился к этой акции, и акция была действительно общереспубликанской. Молодежь Якутии в промышленность. Поэтому просьбу Юрия Степановича, наверное, нужно выполнить, чтобы вы стали не только участниками очередной экспедиции, но и проводниками наших идей. Успехов организаторам, успехов вам, участникам, ну и до встречи по возвращению. Спасибо. Вот, когда мы возвратимся, нас здесь встретят, мы опять здесь соберемся, и первым, с кем вы встретитесь, это будет Министерство профессионального образования, с которым вам придется связать жизнь в будущем. Ну, не то, что придется, вы обязательно его свяжете. И тут разрешите слово предоставить Михаилу Юрьевичу Присяжному. Добрый день, уважаемые участники, добрый день, коллеги. Ну, действительно, как философски и реалистично Юрий Степанович начал сегодняшнее наше общение,
с примера Японии. Да, действительно, мир очень конкурентный, глобальный мир складывается в борьбе. И те же японцы это испытали не только с точки зрения нехватки туристов или иссякающего потока туристов, но и даже в том, что такие традиционные для них виды деятельности, как вылов рыбы и морекультуры, тоже столкнулись с большим нажимом мировых рынков. Мы с вами, как республика, в недрах которой есть очень много различных ресурсов, понимаем, что с точки зрения этих ресурсов мы миру очень интересны. Как жители республики мы понимаем, что с помощью этих ресурсов мы можем реализовывать социальные программы, которые у нас есть, улучшать свое качество жизни, но в то же время все мы с вами хотим, чтобы мы получали как можно больше дивидендов от этих видов деятельности, от новых предприятий. Дивиденды можно получить, найдя постоянную работу в рамках тех новых проектов, которые в республику приходят. И я очень рад приветствую этих приятных молодых людей, которые выдержали один из своих первых конкурсов в жизни, на конкурсной основе попали в число участников этого проекта, этой экспедиции. Желаю, чтобы вы действительно стали проводниками знаний, проводниками того, что вы увидите, того, что вы услышите, того, что вам расскажут в приватном разговоре те ваши старшие товарищи, кто уже обрел рабочие места на различных промышленных предприятиях Западной Якутии, где вы сейчас окажетесь, вы посетите предприятия нескольких отраслей хозяйства. Ну и, конечно, будьте, пожалуйста, первоисточниками этой информации, первоисточниками знаний и помогайте другим своим сверстникам или младшим ребятам сделать выбор, потому что промышленность, в ней очень много профессий, очень много и основное производство, и обслуживающее производство. И везде можно найти себе применение, выбрать себе по душе ту профессию, с которой дальше вы будете идти по жизни. Но от имени Министерства профобразования мы попросили включить, и спасибо организаторам, Надежде спасибо, что в эту экспедицию попали такие объекты профобразования региона и в Вилюйском, и в Верхневилюйском, и в Нюрбинском, и в Сунтарском, и в Мирнинском, и в Ленском районе. Вы посетите наши учреждения профобразования, где увидите молодежь из разных районов республики, кто сейчас реально осваивает профессию. Некоторых из них вы там не увидите. И, к счастью, я вот с Юрием Степановичем уже поделился итогами последней командировки. Мы как раз в эти дни проводим 11-ю предметную олимпиаду школьников по отбору на поступление на целевые места республики в центровузы. И вот в Нюрбе многих ребят сейчас нет обучающихся. Почему? Потому что они проходят практику. Первую свою серьезную производственную практику на ГОКах в Удачном и Вайхале. Тоже это было сложно договориться, но вопрос решен. И наряду с ближней вахтой ребята Вилюйского региона, которые традиционно последние годы трудоустраиваются каждый год на Накыне, сейчас реальная возможность через практику получить рабочие места на других предприятиях Западной Якутии, которые расширяют свое производство. Мы по линии Минпрофа будем рады предложить вам все варианты, которые у вас есть для продолжения обучения, чтобы вы, опять же, в конкурентной борьбе смогли стать претендентами на целевое место в те вузы, с которыми есть соглашение. Это сейчас 155 вузов, и 4000 юных жителей республики обучаются по программе правительства республики в ведущих вузах Российской Федерации, чтобы вы сдали успешные экзамены и стали студентами и вернулись. Мне очень понравилась логика ваша. Вот информация расписана, как начинается и чем завершается. Начинается с простой информации и завершается закреплением на конкретном рабочем месте. Мы будем все этому очень рады. До встречи, когда вы вернетесь. И, наверное, вот этот молодой человек, который чуть-чуть опоздал и стоит сейчас, единственный, при сигнале по машинам он будет первый, он быстрее среагирует и пойдет, и это тоже будет конкуренция. Поэтому будьте быстрее, идите очень быстро, общайтесь, узнавайте новое и сообщайте это миру. Спасибо, Удачи Михаил вам. Юрьевич. Вот, перейдем к тем, кто стоит. На практике, конечно, наши слова молодым мозгам передаются с фильтром,
но очень хорошо влияют те, которые прошли уже эту экспедицию и обучаются. Разрешите слово предоставить Константину Коврову, это студент Горного института, и Веронике Алексеевой, инженерно-технический институт СУФУ. Участники СЫП предыдущий. СЫП-8. Раз. Раз. А то, Раз. Раз. Ой, сибидетем. Эти кеннен кенде ыңырылах ылжыттар сахачытын промышленностька 15 сыл кытылах оголоро. Мин бәйм туспунан эттахэ бу сахачытын промышленностька экспедицияга хаджамын бәйбер өсө бирде мынык тох Бахарыныл бытым технической өтүтөр барабын ден, билеген мен инженер-строитель ден иденнен өренәһен жабын. Меха сы пагыз экспедиция улахан атын үчөй моменттары бербите, билеген осколага өренәһен жан хыджыбыт тохтар тун вообще маннык үчөгей тохтарга кирер. Сы пагыз меха әлбәх доготтору бербите, интерехиней объекттары көрбүппүт. Тон әхияха мин бағары мәтә бәғатер үчөй бахарынылының промышленностька именно хай түтнен бараргытын еген. Онна әреллах доғоттору. Спасибо. Доброе утро. СЫП мне дал большой опыт и много верных друзей и много впечатлений. До сих пор вспоминаю, хочу. И мне было легко выбрать специальность, учебу, поступить в университет. Все. Спасибо ребятам. Разрешите слово передать министру промышленности, который курирует всю эту деятельность, которую вы посетите в эти дни. Добрый день. Панов Андрей Анатольевич. Уважаемые участники проекта «Молодежь Якутии в промышленности». В первую очередь, конечно, хочется сказать большое спасибо организаторам, всем, кто отвечает за этот проект, что 15-й уже выезд, да, и так долго это длится, все сохранили и приумножили, можно сказать. Да. С каждым годом география и количество посещаемых объектов все только ширится. Ребятам, конечно, хочу сказать, что поздравляю их с тем, что они успешно прошли отбор. Не каждый, да, мог сюда попасть, именно вот сесть в эти кресла и в дальнейшем поехать в автобусе по этим объектам. Вы действительно готовились, и, конечно, я вас поздравляю с тем, что вы победили. Вы лучшие из лучших, и именно вы сегодня едете по этому маршруту. Конечно, хочется обратить ваше внимание, что все-таки один раз увидеть – это не 100 раз услышать, да, или узнать от кого-то, или прочитать в книжке. Когда вы увидите все это своими глазами, тот масштаб, те объекты, которые промышленность сейчас построила в нашей республике, они, конечно, впечатляют. Я хочу, чтобы вы это все увидели, чтобы вы прониклись этим духом. Да. Промышленность – это та сфера, которая дает основные доходы в бюджет, основные налоги, благодаря чему развивается наш регион. И, конечно же, мы хотим, чтобы наша молодежь работала на промышленных предприятиях со всех уголков нашей республики Саха-Якутия. В соответствии с этим правительство проводит планомерную политику со всеми предприятиями, с крупными, теми, которые работают здесь на территории республики, и те, которые приходят вновь в наш регион. Заключается соглашение о социально-экономическом развитии, где одним из основных пунктов является трудоустройство местных кадров. Вот сегодня Прокопий сказал о том, что Валдан Золото там не очень много работало
местных специалистов, жителей Якутии. На сегодня я могу сказать, что сейчас там очень сложно найти человека, который приехал и работает. В основном там местные жители Якутии. Я думаю, что так будет в дальнейшем и везде. А сейчас вы едете как раз в Западную Якутию, там активно развивается у нас алмазодобывающая промышленность, понятно, но активно сейчас развивается нефтегазовая промышленность. Вы посетите объекты, в том числе Сургутнефтегаза, нефтяная компания, да, и являющаяся наиболее крупнейшей компанией, которая платит налоги в бюджет Республики Саха-Якутия. Там действительно не хватает квалифицированных местных рабочих кадров, очень много вахты возят. Я надеюсь, что когда-нибудь вы будете работать в этой компании и замените этих специалистов, которые мы сейчас пока завозим с других регионов. Кроме того, активно сейчас строится газопровод «Сила Сибири». Когда он будет построен, на его обслуживание понадобится порядка 1300 человек только на сам газопровод, и еще порядка 3000 на обслуживание месторождения, на эксплуатацию Чаиндинского. Поэтому, конечно, нам нужны там местные кадры, которые будут эффективно управлять той собственностью, которая находится на территории Республики Саха-Якутия. Ну, еще раз хочу вам пожелать удачи. Хочу, чтобы вы все-таки те полученные знания, которые увидите, все объекты, которые увидите, сфотографировали, приехали в свои школы, провели там открытые уроки, рассказали своим коллегам, да, своим, друзьям о том, что вы видели, как вы видели, свое мнение выразили по этому поводу. Конечно, Министерство профподготовки и расстановки кадров с каждым от вас отработает. В дальнейшем, я надеюсь, что вы выберете нужную специальность в развитии промышленности, так как вы лучшие из лучших и попали в этот тур, да. Я думаю, что вы неспроста здесь и в дальнейшем выберете то направление, которое перспективно сейчас. Ну и, конечно, хочу Надежде пожелать силы терпения. Все-таки 10 дней, 20 человек – это очень тяжело. Я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Удачи вам в поездке. Так, разрешите слово предоставить тоже еще раз Министерству профессионального образования Гаврилу Евгеньевичу Семенову. Раньше он работал в Министерстве молодежи, и мы не можем не дать ему слово, потому что с самого начала он вместе с нами. Добрый день, уважаемые друзья. Присоединяюсь к словам, которые были сказаны. Я хочу сказать одно. У меня есть мечта. Ровно 55 лет назад впервые в космос полетел такой же, наверное, как вы, чуть старше, молодой человек, наш гражданин Юрий Гагарин, впервые полетел в космос. Это является ровно 55 лет. В этом году мы отмечаем такую юбилейную дату. Вот когда-то была такой мечтой, я мечтаю, чтобы из Якутии полетели, может, вы полетите в будущем, может, ваши дети полетят впервые в космос. Для нас это мечта. В данный момент у нас сейчас стоит задача привлечения, закрепления местных кадров промышленности. Вот, я хочу поблагодарить ребят, которые организовывали, Павла, Аяна, Владимира, Прокопия, которые в свое время организовали. Республика эренер, бу Россия эренер, шуйдык бараңгыт, бәгат хугутун булаңгыт, үлягатын булаңгыт, үшүй бу дойдуга тухалах гражданин болон ден ватых катеринебит. 15 тигул терилдер, улахан хаманда киддит. Билин бәгат хаманда билсек, бу арас улустан келбит, бу бүлүү булактан келбиттер, центральный улустан келбиттер, бу иленин артан келбиттер. Бары отбора хангыт киддак категор. Үшүй батык билсиң бәбәдин кытта студияны жан билсек, бу бәтер группалар болуы, WhatsApp группалар болуы. Этеңе аяннан бардың көрүң, билиң, бәят көрүң. Тонда хенингетте бу арылан басык бит, бу кылсык былы басык бит. Онда ток вопрос бар булганы хеттүттен, бу министерство өттүттен, бу бар оргкомитеттен төһөкөлөрүн кимеле бит. Төчүй аяны, үшүдүк аяннан бәбәдин көрөҗүң. Тонда манда баракарыңга чүй бахана алах, кимерәк кыжык Юрак кидевин, промышленность кидевин, эренен кекелени барам. Тонда еще батык баргытын горделивин. Тонда был Надежда Михайловна Самсонова, Эгина Арыланджева, Галаха Туряюкин это горделивит, Надежда Михайловна.
Kini bu tuh kudu ejigu kudu ejajan. Ты еще батик аяннан он еще дикалинген махтал. Спасибо. Тут по сценарию стоит предоставить слово Владимиру Владимировичу Амосову, но я много слов это сегодня так имею. Разрешите, я перенаправлю сопредседателю общественной организации «Я инженер» Павел Валерьевич Ксенофонтов, равноначальник тоже. Так, уважаемые участники, уважаемые члены правительства, долго говорить не буду, хочу сказать следующее, да? Я так же, как и вы, вырос в деревне. До 11 класса я колол дрова. А потом, благодаря политике правительства, я закончил Губкинский университет и поступил, начал работать в промышленности. И был у меня один момент такой. На Буровой один парень сказал: ты же местный, местные в промышленности не работают. Иди там крути хвост коровам. У нас получился конфликт. После этого работает. После этого мой наставник Сокол собрал весь коллектив, посадил меня и сказал: вы можете относиться к Павлу по-разному, да? Но знаете одно, он дома. И я хочу вам сказать, вы увидите много объектов, да? Многие компании будут работать там, угольные компании увидите нефтяные компании, Алроса там и так далее, и так далее. Знаете одно, вы дома. То, что вы увидите, это все ваше. И от вас зависит, как это все будет развиваться. Не смотрите со стороны, а смотрите вовлеченно. И самое главное, задавайте вопросы. Хорошо, договорились? Чем меньше вы будете задавать вопросов, тем меньше вы узнаете в этой поездке. Всегда задавайте вопросы. Всегда. То, что вас волнует, то, что вам интересно, сразу задавать. Не стесняйтесь. Самое главное. Понятно? Да, День. Будете задавать вопросы? Все, молодцы. Давайте, удачи вам в поездке. Итак, перед ответственным фотографированием слово предоставляется Надежде Михайловне Самсоновой, руководителю этого проекта СЫП-15. Спасибо. Всех приветствую, дорогие ребята. Я надеюсь, что в течение 10 дней мы с вами подружимся, станем одной большой семьей. И уверена, что проект будет для вас максимально полезным. Вы расскажете в своих школах о проекте 2 апреля после каникул. И в добрый путь. Это гаяннакка, джубайта хаджакка. Он на тоситихине багаравын. Спасибо. Ага. И, ребята, каждый раз перед выездом... Видео. Есть у нас видео. Видео пришло, да? Да. Внимание на экран. Это наш участник, он сейчас учится в Москве, участник 3 экспедиций «Молодежь Якутии в промышленность». Раньше так можно было, сейчас нет. Мен цып истугуллах кытачта Степанов Жолурбон. Билеген ниту минси сюрагар техносферная безопасность иде магистр студияна болавын. Өрөхпен бахалан битерен сахасыргар промышленность өтнен идега сетилахтып үлелемден эрнебин. Цып проект минолох барстаңа билине өрәгә таларга бахармын килер бите. Эде көрдәһнигәр камелес бите. Сахасыргар тухалах ки буларга өрәп бите. Оннулуат кертүгеннәре белхтә бите. Цып саңа кытачыларга багарабын доробены өрөхтәргә сетине. Өрөхкә өс киртаксан сыты болун, как говорится, терпение и труд все перетрут. Эдерсас үләттергәр, цып проект рячыларга, онна профессиональный өрөх, промышленность министерстволарга ити истин бахыба. И слово для ответной речи предоставляется участникам экспедиции, ученику 10 класса Устатинской средней школы Николаю Журкову и ученице 10 класса Сахо-французского лицея Скрыбыкиной Айталине. Бу СЫП экспедиция сахачатан промышленностька викторинзара петамен собеседование бидим. Антоно ахамын талбыттара
Онан барабыттан долгуябын, үйрәбін. Бәм иннек олақпын промышленностька кыта себәстех мағарабын. Бу барар маршрут пут қағанда жауда қарем, барым, көрем, істем, білем. Бу сағатчының промышленностька проегі тәребі жоңға мақталбын, білдірек мағарабын. Осколам коллективгар, Дявлев Петр Гавришка, Осколам директоригар, Байшева Полина Гриловна, география училгар, Мия Коммуниспич, Ебе Рагабар, она Баригатигар. Благодарю. Здравствуйте, меня зовут Скрыбыкина Айгына Александровна, я из Амиконского улуса, села Арта-Балаган. Но сейчас учусь в Сахо-Французском лицее, в Намском улусе, в 10 А, политехническом классе. Я еду в экспедиции «Молодежь Якутии» в промышленности с целью увидеть и ознакомиться с промышленными объектами и увидеть большие промышленные города нашей республики и, конечно же, познакомиться с многими ребятами, с многими старшими товарищами, которые, наверное, помогут мне в будущем. И в следующем году я хочу поступить в факультет нефтегазового дела в Дальневосточном федеральном университете. И в будущем я вижу себя специалистом, инженер по бурению нефтегазовых скважин. И надеюсь, что после экспедиции моя мечта сбудется. И хочу поблагодарить всех организаторов, учителей и родных, которые поддержали меня. Спасибо за внимание. Спасибо, ребята. И сейчас участники экспедиции прочитают нам стихотворение, которое было написано в 2013 году Ангелиной Васильевой, которая была также организатором одного из проектов экспедиций. Пожалуйста, ребята. Промышленность улхан колостах болтахат. Постоянно завод лидеров, чтобы вас слышали. Тымныттан толлубат болуқпыт, тоң боры тебея қағықпыт, алмағы, көміхі қостықпыт, небек ағы, тарғатықпыт. Энеке олоқпыт сол жұта сақатчатын промышленностька, дойдуут баласқан сайдыта сақатчатын промышленностька. Джон Сергей олоғын ұйгута, дойдуут сайдар тұскула, барыта илибит ихигер, бихиге илибит ихигер. Энеке олоқпыт сол жұта сақатчатын промышленностька, дойдуут баласқан сайдыта, сақатчatan промышленностька. Ребята, в таком же составе, Карин, общее фотографирование сделаем и направимся. Приглашаем всех на общее фотографирование. Сначала здесь, а потом на фоне автобуса.